Здесь, в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Декабристов Чапаева, в ноябре 2007 года был заложен камень под основание соборной мечети. Церемония происходила при участии прежнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Здесь хотели построить площадь Согласия, чтобы рядом стояли синагога, церковь и мечеть. После торжественного события прошло 6 лет, а выбранная площадка выглядит так. На этом пустыре под снегом, по словам куратора строительства соборной мечети в Екатеринбурге Раисы Нуриманова, вырыли котлован, забили 168 свай под фундамент, разровняли площадку под парковку автомобилей. Вместе с расходами на проектную документацию потрачено 26 миллионов рублей. Так как до конца эта земля не была оформлена религиозной организацией «Нур-Осман», все равно мы 7 миллионов заплатили. Из 26 миллионов, значит, проектная документация полностью подготовлена. 7 миллионов заплатили за налог. Так, ну и остальные, так сказать, выполнены работы. По словам Раисы Нуриманова, мусульманская общественность Екатеринбурга согласилась построить соборную мечеть на выделенной земле, не зная всех нюансов о ее собственниках. Эта земля была сдана в аренду на 49 лет. Чернецкий Аркадий Михайлович, он предложил, мы согласились, но мы-то не знали, что эта земля не городская, не областная. Но в конце концов, в 2013 году вопрос решился. Соросин нас поддерживал вроде в этом плане. Дальше Мишарин тоже нас поддерживал по строительству. Ну, а теперь вот что-то ситуация изменилась и хотят здесь построить развлекательный центр. Областные власти, по словам Раисы Нуриманова, предложили под строительство соборной мечети 4 других земельных участка. Но от них пришлось отказаться, так как они находятся на окраине города. Сегодня в 1,5-миллионном Екатеринбурге, по официальным данным, кроме 50 тысяч татар и башкир, проживает почти 160 тысяч мигрантов из Средней Азии. Те же официальные источники считают, что на самом деле приезжих как минимум в 3 раза больше. 3 мечети, которые сегодня действуют в Екатеринбурге, не вмещают всех желающих. Временный молельный дом на центральной улице Чапаева-Декабристов по пятницам посещает до 600 человек. С просьбой оставить землю под соборную мечеть в центре Екатеринбурга мусульманская община Нур-Осман неоднократно обращалась к правительству Свердловской области. Причина сегодняшнего неблагополучия в строительстве соборной мечети заключается не только в том, что власти отвернулись от исламской общины, но и строят всякие надуманные препоны, но и в том, что сами исламские общины, они оказались в несколько таком раздвоенном положении. Они находят даже поводы для конфликтов междоусобных. На пересечении Европы и Азии вдруг оказалось 6 муфтиатов. Одни подчиняются европейской части, а другие подчиняются азиатской части, третий подчиняется Уфе, четвертый подчиняется сам себе и так далее. А власти очень умело пользуются вот этими противоречиями. То, что сейчас в мусульманской среде Екатеринбурга нет единства, для многих не является секретом. Поэтому, даже если земельный участок под соборную мечеть будет выделен и оформлен, возникнет другая проблема – где взять 240 миллионов рублей на строительство. Сегодня в Свердловской области создана новая структура, которую возглавляет заместитель председателя правительства по территориальному развитию и межнациональным отношениям. У нас есть предварительная договоренность о встрече и записи с ним комментариев по дальнейшим перспективам строительства соборной мечети в регионе. Об этом будет в наших следующих сюжетах. По проекту соборная мечеть в уральской столице должна быть похожа на Тадж-Махал в миниатюре из 4 минаретов с размещением 5000 прихожан. В ноябре 2009 года по итогам марафона по сбору средств на строительство культового сооружения собрали всего 143 тысячи рублей. Мы, будучи организацией, входящей в другое духовное управление, когда хотели предложить свою помощь, она была отвергнута. Поэтому приходится уже со стороны наблюдать то, что творится в деле, в этом строительстве. При этом, конечно, переживать за то, что стройка не идет. Хотелось бы, чтобы все те, от кого это зависит, нашли в себе мудрость, переступили, может быть, через какие-то свои принципы и пошли на то, чтобы эта стройка стала фактически настоящей стройкой всех мусульман в области. Одним из свидетелей закладки первого камня соборной мечети в Екатеринбурге был журналист и исламовед Алексей Старостин. Теме строительства центральной мечети и проблемам вокруг нее он посвятил множество статей и материалов. Это называется
нереализованный инфраструктурный проект. То есть, когда была договоренность со спонсорами, когда были власти, нужно было проявлять большее давление, что ли, большее лоббирование этого проекта, чтобы хотя бы сделать нулевой цикл. Тогда бы можно было говорить о завершении строительства. То, что касается временной мечети, конечно, ну, скажем, города Екатеринбурга этот объект недостоин, потому что в центре города должен находиться красивый храм. И ситуация довольно запутанная, поэтому, чтобы выйти из этого тупика, нужно проявлять максимум дипломатичности и властям, и мусульманским организациям. За комментариями по поводу строительства соборной мечети мы обратились и к большому количеству татар и мусульман Екатеринбурга. Но многие из них отказались открыто говорить в телеэфире. Кто-то сослался на недоверие к организаторам строительства мечети, а кто-то, несмотря на это, выразил свое нежелание раздувать данную тему из уважения к преклонным годам Раиса Нуриманова. А неясность ситуации с оформлением земельного участка отстранили от богоугодного дела и всех крупных инвесторов. Альфия Габдушева, Салават Киямов, ТНВ, Екатеринбург.